Якутия по праву может стать мировым центром изучения мамонтовой фауны, а отечественная палеонтология – ведущей в мире. Отдел изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии специализируется на исследованиях, хранении и приумножении палеонтологической коллекции Якутии. Находки останков древних животных отличаются лучшей в мире сохранностью, вплоть до наличия мягких тканей, благодаря вечной мерзлоте. Отдел занимается изучением местонахождений мамонтовой фауны в разных районах Якутии, особенно в арктической зоне. Ежегодно коллекция Академии пополняется уникальными ископаемыми объектами. Сотрудники организуют палеонтологические выставки, ведут экспертную работу в области контроля оборота мамонтовых бивней. Черепа мамонтов – одни из самых впечатляющих остатков древних животных. Огромные, массивные, с выпуклым лбом и тяжелой челюстью, они создают реальное ощущение могучего монстра плейстоцена. Крупное отверстие на лбу и выступающая вниз костная ложа является местом крепления хобота. Зубов мамонта 6, 4 обычные жевательные, по 2 сверху и снизу. Они сменяются 6 раз. 2 резца, известные как бивни, достигают 2,5–3 метров в длину. В арктической зоне Якутии мы ведем работу с 2017 года. Нами были исследованы остров Котельный, Новосибирские острова и окрестности поселка Тикси. В 2022 году обнаружен мамонт на полуострове Быковский. Был извлечен, раскопан 15% от скелета мамонта. В 2019 году на острове Котельном, на северной оконечности, были обнаружены 2 мамонта, примерно по 30–40% от скелета. Этих мамонтов, возможно, добыли и употребили древние люди. Перед нами один из 3 мамонтов со следами воздействия человека древнего. Это быковский мамонт. Он был обнаружен на полуострове Быковский. Череп мамонта схож по строению с черепами современных слонов, но в отличие от них более крупный, со вздутыми лобными и теменными костями, которые имели внутри пористую структуру. Бивни от этого мамонта были обработаны древним человеком, как и табарявский мамонт с острова Котельный. Не то, что на черепе этого мамонта были воздействия древнего человека, но и на позвоночниках, ребрах и конечностях. В 2019 году найденный табарявский мамонт с острова Котельный, и от него был извлечен древним человеком мозг. Мозг мамонта был извлечен с теменной стороны, словной, теменной. Была разрушена костная часть и вынут мозг. Нами было зафиксировано более 1500 следов разного характера. Это были порезы, удары, скобления. Шерстистый мамонт – самый известный из северных видов и самый распространенный. Этих мохнатых великанов можно было встретить и в Европе, и на Чукотке. Многочисленные стада мамонтов бродили по территории Якутии. Их многочисленные остатки сохранились благодаря вечной мерзлоте. Львиную долю всей мамонтовой кости добывают в Якутии. Она является прекрасным поделочным материалом. Как правило, это бивни, реже зубы и целые черепа.
Все три мамонта с воздействием древнего человека были в расцвете сил. Здесь вы видите зубы мамонта, они пластинчатые, в нижнем челюсти тоже вот, еще есть такие вот. И как он жернова, он трет эти растительные, грубые растительности. Здесь мы видим альвеолярную часть черепа мамонта. Здесь находились бивни мамонта. Здесь мы видим носовую полость и носовой отросток, где крепился хобот мамонта. Носовая полость. Вот она. И она уходит туда вот. Продемонстрированный череп быковского мамонта без нижней челюсти принадлежал взрослому животному. Размеры и вес черепа порядка 60 килограмм и впечатляют. Руководитель отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия Альберт Васильевич Протопопов рассказывает, что наука ежегодно теряет ценные артефакты мамонтовой фауны. Финансовые потери доходят до 1,5 миллиарда рублей в год, но при этом важна не столько финансовая сторона вопроса, сколько научная. Охотники за бивнями выбрасывают кости, скелет и другие ценные для науки артефакты, по которым можно было сделать много научных открытий. Мамонт доходил вот до сюда, вот видный край. И здесь так называемая внутренняя полость, есть пульпа называется, и там находилась жидкость с минералами, и она вот потом росла от этого и выходила наружу.